Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Тот, кто вас хранит, тот, кто вас оберегает, что пытается сказать вам именно сейчас, в этот момент, когда вы видите это видео. И пусть это видео найдет именно тех людей, кому нужен совет, кому нужен ответ, кому нужна подсказка от ее ангела-хранителя. Итак, мои хорошие, пусть истина проявится, и пусть каждый, кто зайдет на это видео, получит свою важную и нужную информацию. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какая птица красивая! С левой стороны прям взлетает. Это очень сильный знак. Прям хочу начать с этой птицы. Это птица Феникс. Это вы и ваше возрождение. Знаете, идет энергетика боли, борьбы и обиды, большой и сильной несправедливости в вашей жизни. Как будто бы видите, какие-то люди пытаются крылья у птицы вырвать, сломать, да, вот все разрушить, раскурочить, сделать, причинить невыносимую боль. И эти люди, с ними невозможно договориться, с ними вообще невозможно говорить. В своей ненависти, злобе и зависти они не видят границ, они не видят, что творят зло, они не видят свои грехи. Вот как столкнулись вы с такой ужасной ситуацией боли, обиды и несправедливости, гонений, нападений на вас, беспричинных, понимаете, вы никому ничего плохого не сделали, а против вас прям ополчились, зубы оскалили, вот рвут на части ваши крылья. Но они-то не знают, что вы птица Феникс, да? На минуточку. Птица Феникс — это огненная птица. И кто к ней прикасается, тот в огне сгорает, причем в праведном огне. Вы, возможно, с этими людьми пытаетесь найти общий язык. Вы пытаетесь им сказать, что вот, ну оставьте меня, ну не трогайте вы меня, да, что вам нужно от меня, идите с миром. А эти люди нет и наступают. Мне идет, что вам буквально ваш ангел-хранитель, тот, кто вас оберегает свыше, говорит так: не бойся, не бойся, потерпи. Скоро ты взлетишь, скоро ты возродишься, из пепла, из праха возродишься и станешь гораздо сильнее, чем была раньше. А те, кто тебя обижал, кто причинял тебе эту боль, кто пытался тебя сломать, они сгорят. В праведном этом огне гнева сгорят. И это уже не ваш гнев, это гнев высших сил. Прям высшие силы прогневали эти люди, да, вот своим таким поведением. У кого-то вот конкретный человек, видите, прям за крыло схватил и пытается его раздербанить, разорвать. Вот этот человек больше всего получит. И вообще мне идет, что это мужчина. Мужчина, который как-то особо причинил вам боль. Вот, его ждет кара, и кара очень серьезная. А ваша жизнь, она будет меняться. Вам небеса будут открыты. Небеса в плане того, что у вас не будет преград. Вы будете выше, чем другие люди. Вам высоко летать, да, вы птица высокого полета. У вас другая жизнь на горизонте. И эта другая жизнь, судя по этой отсыпке, она у вас начинается в следующем году. Причем где-то, вот знаете, в середине года, ближе к середине года, вы прям можете сами себе признать и сказать, что жизнь моя очень круто изменилась. У вас здесь очень много перемен показано. И эти перемены не всегда простые, не всегда приятные. Некоторые перемены будут даже болезненные. Я вам об этом расскажу. Но вам нельзя бояться, вам нельзя останавливаться. Вы должны верить, верить в то, что ваша жизнь меняется к лучшему. Так оно и есть. Не бывает счастья без горя, не бывает прекрасных ощущений без страданий. Понимаете, у всего есть обратная сторона. Сейчас вам плохо, сейчас вы страдаете, сейчас вы столкнулись с чем-то ужасным, что невозможно ни осознать, ни преодолеть. Но вы справитесь, вы возродитесь к новой счастливой жизни.
Это вот как гарантия, да, ангел говорит, вот она, ты птица, ты будешь летать. А те, кто вломал тебе крылья, все будут, ну, страдать, да, все испытают гнев, праведный гнев и воздаяние. С левой стороны фрагмент. Почему? Потому что вы в это уже не верите. Вы уже, как, знаете, привыкаете быть жертвой. Конечно, невозможно к этому привыкнуть, но вы как соглашаетесь. Ну а что я могу сделать? Я не могу сейчас отбиться от врагов. Либо я слабая женщина, меня угнетает какой-то там беспощадный мужчина. Что я могу сделать? Я одна, некому заступиться, некому, ну, голову склонить, да, чтобы меня пожалели. Вот у кого-то прям ужасная ситуация, но вы возродитесь, и все это плохое, как страшный сон, уйдет. Уйдет настолько в памяти сотрется, что вы даже вспоминать об этом не будете. Либо будете как-то вспоминать отстраненно, как даже с философской точки зрения, да, рассматривать все то, что с вами происходит сейчас. Сейчас, да, вы не верите, но так оно и будет. Так, ну давайте теперь по порядку пойдем. Вот в сегодняшнем моменте я вижу у вас какую-то череду неудач и неприятностей. И еще я вижу вот человека с правой стороны, это ваша сторона, это не чужой человек, это кто-то свой, знакомый, а у кого-то еще и родной. Видите, разливает, подливает вам масло под ноги, чтобы вы вот шли и падали, чтобы вы встать не могли, чтобы в положении лежачего постоянно находились. Те неприятности, которые сейчас вот присутствуют, смотрите, неприятности у кого-то на работе, у кого-то четверка, да, личная жизнь, у кого-то, в принципе, с людьми отношения не ладятся, и вы никому ничего доказать не можете, вас просто не слышат, вас не воспринимают. Никому не нужна ваша правда. Люди как будто бы смотрят сквозь вас. И это максимально обидно и неправильно. Вот. Ну вот стараниями того, кто с правой стороны у вас находится, этот человек подливает масло вам под ноги. Не дает вам встать. Я вот хочу на картах посмотреть, что это за человек такой. И зачем этот человек таким делом нехорошим занимается. Да? Что надо. От чего это происходит. Просто вот картинка четко, да, вот человек вам льет, и вы вот на спину постоянно падаете. А это самое ужасное, что может случиться с человеком, упасть на спину. Так можно и убиться. Вот. Кто желает этого, кто пытается это вам сделать? Ой. Ну, смотрите, тот, с кем у вас союз. Союзы бывают разные, дружеские, любовные, да, семья, например, пара. Бывают союзы деловые, там, рабочие, ну, разные бывают союзы. Вот тот, с кем вы в союзе, тот, на кого вы надеетесь, вот именно этот человек и делает. И делает из-под тишка. При этом, ну, когда этот человек это сделал, например, сделал какую-то неприятность, человек говорит, ой, так жаль, что с тобой это случилось, да, вот какие-то такие еще вещи говорит. Человек вас пытается не просто остановить, а как будто бы во времени запечатать, чтобы вы прям ни шага ни вперед, ни назад, ни вбок, никуда не сделали. Человеку то ли важно ваше брать, ваш ресурс, да, человек вот благодаря тому, что ваш ресурс берет, у него все хорошо, прям молодеет, здоровеет, то ли человек пытается таким образом вас навсегда к себе привязать, чтобы вы прям вообще никуда не попали, никуда не пошли. Ну, либо это какая-то притворная любовь, либо это какой-то вампиризм, причем в самом жутком виде. И еще этот человек явно вам завидует. Завидует вашим способностям, вашим умениям, вашему таланту. Понимаете? Вот еще и зависть может быть. Но ничего, не переживайте, не переживайте. Я вижу, что высшие силы этого человека от вас отведут. Причем отведут, опять же, в скором времени. Это, кстати, событие самое быстрое. Человеку, ну, вот как выдворение грозит из вашей жизни. Опять же, это может случиться по-разному. У кого-то отыграется, что человек куда-то уедет, переедет, срочно нужно будет куда-то уезжать. Либо человека, может, куда-то вызовут, заберут, может быть. У кого-то еще может отыграться, что
человек там, ну, по состоянию, например, здоровья будет вынужден куда-то там на лечение уйти, уехать. Мне идет как повод какой-то, причина, да, будет причина, почему вы разойдетесь. И я даже вижу, что вы будете очень сожалеть, что этот человек ушел, но потом без этого человека ваша жизнь, она прям по-другому будет складываться. И вы прям буквально на следующий день после расставания начнете это все ощущать. Вы начнете об этом думать, вы начнете проводить параллели и понимать, что пока этот человек был рядом, и пока я очень надеялась на этого человека, верил в этого человека, у меня все было плохо, хуже некуда. Как только этого человека вынесло из моей жизни, да, вывели, то у меня прям все стало улучшаться, мне лучше, мне проще, у меня меньше каких-то неприятностей. Но у кого-то отыграется, что вы сейчас к этому человеку привязаны, этот человек на вас влияет, человек на вас давит, и вы ничего поделать не можете. Да? Может быть, вы женщина, зависима от своего мужа, мужчины, да? Вам некуда идти, у вас нет денег, у вас дети маленькие на руках, а он этим пользуется и обижает вас все время, обижает, да, не дает вам ни развиваться, ни работать, ничего не дает делать. Вот давит, ревнует, там, беснуется. И вы такая, ну куда я пойду? Ну у меня же дети, ну что я могу, кому я нужна? Да? Вот нет у меня там родителей, никого нету, кто мог бы мне помочь. Ну вот выведут этого товарища, и вы без него точно не пропадете. А наоборот, вы жизнь свою улучшите, в разы улучшите. Ну вот она, вот птица, которая летит. Так, еще. Тот, кто вас оберегает, говорит вам о том, что вы скоро столкнетесь с каким-то очень ушлым человеком. У человека на лице есть какая-то отметина, может быть какая-то родинка, бородавка, родимое пятно, шрам может быть. Что-то есть такое, что оно бросается в глаза. Человек с отметиной. Но вы все разные, поэтому показали, что есть отметина. Человек, которому нельзя верить, вообще нельзя верить. И никаких дел с этим человеком вести нельзя, ни в коем случае. Это может быть и опасно, и чревато, и пожалеете точно, да, если с этим человеком свяжетесь. Но у человека, с кем вы вот столкнетесь с этой отметиной, у него есть определенный талант воздействовать и гипнотизировать людей. Вот, поэтому будьте аккуратны, не смотрите в глаза и всегда старайтесь быть при своих мыслях и все ставьте под сомнение. Да? Вот человек вам что-то говорит, а вы начинаете ставить под сомнение, задавайте вопросы, сами себе задавайте вопросы. Если вот так и так, то почему вот это так, а вот это вот так? Давайте пример приведу. Допустим, вы встречаете какого-то там, не знаю, мошенника, да, который вам говорит, что вот, смотри, обложи деньги там сюда, и ты получишь на выходе там в 10 раз больше. Вот я давно в этом бизнесе, у меня там все случилось, сложилось, а вы должны задавать себе вопросы. Окей, если у тебя все хорошо, ты очень богатый, очень успешный, зачем тебе моя маленькая скромная сумма взноса? Да? Зачем ты меня тут 2 часа уговариваешь, чтобы я тебе какую-то небольшую сумму денег оплатила, да, вложила в твой бизнес? Значит же что-то не так, что-то не работает. Либо пусть это будет там человек, который продает чудеса. Да? Человек говорит, вот, выпьешь там 1 таблетку и от всех болезней исцелишься. А сам человек по себе даже выглядит нездорово. Допустим, там синяки под глазами, лишний вес, там, шея распухла, там, щитовидка явно не в порядке. Задавайте вопросы. Но если ты торгуешь чудесами, да, чудо-таблетками, почему же ты больной или выглядишь плохо? Да? Задавайте вопросы. Это поможет вам вот это воздействие мошенника, гипноз выдержать и не поддаться ему. И опять же, мои хорошие, вкладываться во что-то, верить в эти чудеса. Мы же взрослые люди, да? Мы же взрослые люди, зачем? Есть еще, кстати, да, интернет. Вы можете пробить этого человека в интернете. 100% вы найдете негативные отзывы, либо истории людей, которые от этого мошенника, либо мошенницы уже пострадали. Поэтому будьте бдительны, будьте аккуратны. Вот четко сказали, есть отметина на лице, именно на лице. Это может быть лоб, щека, губа. В общем, видно, это видно. Его, даже если маскирует человек, там, чем-то замазывает, все равно видно, в глаза бросается. Просто увидели, не имеете дел, развернулись и ушли. Чем дальше вы от этого человека, тем лучше. Следующий момент. Здесь кого-то предупреждают о смене в работе, либо в деятельности. Кто работает,
Здесь какой-то очень странный момент показан, когда через вашу голову какой-то человек переступит. И это будет так ощущаться, что вас просто вот выкинули, да, списали, выкинули, обманули, предали. То есть, возможно, вы в родной фирме там 10 лет работаете, все свое лучшее отдаете, да, страдаете, стараетесь, а повышение достанется вообще человеку с улицы. Да? Какой-то человек с улицы приходит и его повышают. А вы на том же месте, где 10 лет просидели, и сидите. Потом у кого-то может отыграться ситуация, что вот вы работаете, все хорошо, все стабильно, а потом говорят, все, фирма закрывается, да, либо предприятие разорилось. И буквально сотрудников выкидывают на улицу. У кого-то еще может отыграться сценарий, когда человек начинает под вас копать, и человек, например, говорит какие-то абсурдные вещи, и ему все верят, либо ей все верят, а на вас все волком смотрят, да, и вы думаете, да как так, мы же с вами так давно сотрудничаем, вы меня прекрасно знаете, почему вы так себя ведете, да, вот как неправильно и нечестно. Но с другой стороны, я вижу, что вас гонят высшие силы, выгоняют, подгоняют заняться какой-то другой деятельностью, либо перейти на другую работу. Высшие силы видят, что вот то место, которое вы сейчас занимаете, оно не ваше, оно не для вас. Вы там чахнете, вы там свой талант растрачиваете. Вы могли бы добиться гораздо большего в короткие сроки. Опять же, вы достойны лучших условий, большей зарплаты. Но вы в силу привычки, либо в силу каких-то своих внутренних установок держитесь за это, извините, гиблое место. А вот кто-то, кстати, из вас, допустим, там в декретном отпуске, либо вы уже на пенсии, но вы обладаете очень хорошим и сильным талантом, и вы можете зарабатывать, вот действительно зарабатывать хорошие деньги. Но вы мучаетесь, выживая на какую-то скромную сумму денег, и, не занимаетесь той деятельностью, которой могли бы заниматься. Вот, и высшие силы буквально так вас выпихивают, подталкивают, можно сказать, и пинают, да, к новой работе, к новой деятельности. Вам будет казаться, что земля уходит из-под ног, что ваш мир рушится. Потому что вы привыкли так жить, да, а привычка – это самое худшее, что может случиться с человеком. От привычки очень тяжело избавиться. Но ангел-хранитель говорит, что мы тебя не хотим обидеть, мы наоборот хотим тебя подтолкнуть в лучшее. Ты способна, ты можешь, ты должна, либо должен, да, зарабатывать больше. Ты можешь улучшить свою жизнь, но на другом месте, в другой деятельности, да, занимаясь другим делом. Вот как-то так мне идет. То есть, кого будут выталкивать, как я описала приблизительно, либо похоже, да, вы не обижайтесь на высшие силы, а примите то, что вам дают, и действительно поищите себя в другой сфере. Кому-то, возможно, время пришло свое дело открыть, а кто-то уже чем-то занимается, что можно очень выгодно монетизировать. Просто вам из-за того, что вы где-то еще работаете, не хватает на это времени. Вот, вас выталкивают в деньги. Извините, но в деньги выталкивают. Поэтому обижаться не стоит. Просто нужно принять и понять, да, что от вас хотят. Хотят, чтобы вы свой талант раскрыли, чтобы вы себя полностью реализовали, да, чтобы вы денег больше зарабатывали, чтобы отношение к вам было уважительное. Выталкивают, мне идет. Да, скорее всего, работу поменяете. До конца года точно уже поменяете, либо в следующем году, в начале следующего года уже чем-то новым будете заниматься. И это вам во благо пойдет. Так, дальше. У кого-то ребенок от рук отбился, причем отношения прям совсем не выстраиваются. Наоборот, каждая попытка диалога, даже самая вот такая мягкая, добрая, заканчивается скандалом, заканчивается психом, обидой, заканчивается тем, что вот слезы, крики, да, и вообще ничего не хочется. Ребенок. Мне вот идет, что ваш ребенок формируется. Скорее всего, это подросток, да, либо маленький еще ребенок. Но опять же, у маленьких детей тоже бывают кризисы возрастные. Я не психолог, но вот если есть психологи на моей цыпочке, если вам не тяжело, напишите, да. Скорее всего, у детей тоже в определенные там возрастные моменты происходят кризисы. Вот мне идет, что проблема именно в гормонах, гормональный фон. Это не кто-то сглазил вашего ребенка, это не
ну, характер такой, да, это не наследственность, это именно гормоны. Гормоны настолько шалят, что ваш ребенок сам себе не рад. То есть ребенок не понимает, что с ним творится. И вот эти эмоции просто накрывают и затмевают все в голове. Здесь, мои хорошие, либо ведите к тому специалисту, который именно гормонами занимается, либо нужно подождать, пока этот гормональный фон устаканится, восстановится, придет в норму. Других вариантов я не вижу. Сейчас заниматься воспитанием такого ребенка – это травма. Причем травма как и для родителя, так и для ребенка. Да, все равно вот, ну, не слышат, не понимают. Там гормоны все перекрыли и закрыли. И ребенок может вам говорить какие-то ужасные вещи, которые на самом деле ну, вообще не свойственны ребенку. И ребенок об этом не думает и этого не желает. Но вот это все гормоны делают. Вот, поэтому надо либо заниматься, либо оставить ребенка в покое и дождаться, пока гормоны, ну, в норму придут. Не знаю, какой врач занимается гормонами. Тот, наверное, который щитовидкой занимается, либо, может, другой какой-то. Ой, если знаете, пишите. Возможно, ваша информация кому-то поможет. Заранее спасибо. Дальше, мои хорошие. Вот тут ангел говорит, что через тройки вы свой путь теряете. Тройки – это взаимодействие, это сотрудничество, это общение. Общение среди друзей, общение среди родственников. Вы все время предпочтение отдаете тройкам. При этом, ну, как махаете рукой в сторону своего жизненного пути. А потом вы сидите, как у разбитого корыта, и говорите: да как так, да, вот все там живут, что-то делают, создают, созидают, у всех там все хорошо, а я ничего не имею. Но при этом вы же сами свое время, все свои ресурсы растратили на этих троек. На родственников, на друзей, на подруг, на тех, с кем вы там, ну, дружны, общаетесь, да, вы имеете такую особенность, либо привычку забивать на себя. Извините за грубость, но вот, ну, не могу я по-другому сказать. Идет именно такое из потока. Вы можете от себя оторвать и другому отдать, даже если человеку не сильно надо. Вы какая-то прям, ну, безотказная, либо безотказный. И многие тройки вокруг вас, да, люди, с которыми вы общаетесь, взаимодействуете, они это знают, и они этим нагло пользуются. Ой, ну такая грустная на самом деле история. Да, людям нужно помогать, да и животным, да всем нужно помогать, но нужно помогать именно дозированно, с умом. Не так, что вот я забила на себя, на свои дела, интересы, и вот с головой ушла в чужие проблемы. Нет, не так. Сначала свое сделала, свое получила, добилась, создала, да, а время осталось, пошла кому-то помогла, да, и время, и желание. Вот если остается, тогда я иду и кому-то помогаю. Но не в ущерб себе, а вы постоянно этим занимаетесь. Мало того, я вижу, что у вас есть какая-то тройка, скорее всего, среди родственников, которые вам прям в укор ставят, что ты должна, ты обязана, ты не имеешь права на свою жизнь, ты должна нам, мы тебя там родили, мы тебе помогали, вот ты теперь все бросай и делай для нас. Это вообще не должно быть, это не должно существовать. И вы не должны в это верить и не должны на это, извините, вестись. Это неправильно, это неправильная тройка, да. Если такое происходит, то вам нужно как-то дистанцироваться с этими людьми. Ну, либо объяснять ситуацию, что извините, у меня есть свои задачи. И вот когда я свое сделаю, тогда я приду к вам. Но не ранее, да, и нечего меня шпынять. Я не раб, да, я вам не принадлежу, поэтому извиняйте, но я буду, ну, жить свою жизнь, а потом уже помогать вам. Вот как раздаете вы все свое, все свои ресурсы, время, силы, здоровье, деньги, да, вот раздаете, это неправильно, так не должно быть. Вот, вы же для себя ничего не оставляете, больше думайте о себе. Это прям не то чтобы совет, и не то чтобы подсказка, это такое пожелание, да, пожелание и как приказ к действию, да, живи именно так, и ты увидишь, что жизнь твоя улучшится. Дальше, мои хорошие, вот мне идет, что вы в какое-то место все собираетесь, а темные силы вас не пускают. Именно темные силы. Как будто бы вот так за ноги вас схватили, за щиколотки и не пускают. То,
что-то не получилось, то у вас там желаний нет, то вы приболели, то 5-е, то 10-е, да, вас куда-то не пускают. То ли вы в храм собрались, то ли вы собрались в какое-то место силы, то ли вы собрались к какому-то человеку, который обладает силами, да, который может там подсказать, помочь. И каждый раз, когда вы собираетесь, либо наметите себе дату, число, вас просто туда не пускают. А не пускают вас темные силы. Вот и все, вот и весь сказ. Скорее всего, если вы посетите то место, в которое вы собирались, вы, во-первых, очиститесь от влияния этой темной силы, и, во-вторых, вы действительно что-то вот узнаете, поймете, какая-то благодать на вас не зайдет. Может быть, помощь магическую получите, если вы там к эзотерику собрались, но вас вот темные силы не пускают. Тут даже, знаете, как и фату может происходить. Вот вы собрались, открываете дверь, а там ключ забыли, да, либо ключ сломался, замок сломался. Даже вплоть до такого может происходить. Но вот не пускают. Значит, вам надо обязательно, вопреки всему, туда попасть. Вот, с молитвой, конечно же, молимся и идем, и все. Ни на что не обращаем внимания и попадаем, куда нам надо. Потому что я вижу, что то место, куда вы собрались, действительно будет для вас очень полезное, и вы можете изменить свою жизнь. Поэтому темная сила вас туда и не пускает. Так, еще по поводу темной силы. Человек. Мне идет какой-то человек с порчей, либо с проклятием, который на вас перебрасывает, свое перебрасывает. Человек не может перебросить на вас полностью, но частично перебрасывает. Вы с этим человеком взаимодействуете, и вы от этого человека вместе с чем-то получаете порцию негатива каждый раз. Возможно, человек это делает не специально, да, возможно, человек и сам про себя не знает, а возможно, человек это делает и специально, зная свою ситуацию, вот так вот на людей разбрасывает свой негатив, тем самым улучшает свою жизнь, тем самым получает то, что получать не должен, либо не должна. У кого-то любовник такой, любовник, либо человек, который то приходит, то пропадает. И именно это связано с чувствами, с эмоциями. На самом деле там чувств особых нет, там больше похоже на любовный магнит, скорее всего, какая-то привязка, приворот может быть, и еще может быть мора, когда вы, кроме этого человека, никого и ничего не замечаете. И также вы не видите, какой человек на самом деле. Вот вам кажется, что этот человек самый лучший. Вот он самый лучший, но с женой не разводится. Вот он самый лучший, но на мне не женится. Вот он самый лучший, но он то приходит, то пропадает и даже ничего не объясняет. А я все равно его принимаю, встречаю, там, люблю, там, не могу без него, там, плачу о нем, страдаю. Все, что есть, ему отдаю. Понимаете, вот это еще такой момент. Он что-то вам приносит, он что-то вам дает. Может быть, он там цветы вам приносит, нашептал, на них дал, и вы все одурманенное ходите. Либо, может быть, это женщина, да, вы мужчина, она могла там вам там пирожков испечь, да, принести вам гостинец, нашептала на эти пирожки, вы их кушаете, смотрите на нее, ничего не замечаете, никого другого не замечаете, а она вами пользуется. Вот как-то так идет. У человека явно есть что-то, что отравляет его жизнь, и причем отравляет не просто так, а по справедливости. Я уже говорила, да, что если не за что зацепиться, вот нет там грехового человека, либо человек ни в чем не виноват, на него негатив не ляжет. Вот. Но, скорее всего, да, человек под каким-то негативом живет и распространяет свой негатив на других людей, просто перебрасывает. Вы должны об этом знать. И чем быстрее вы для этого человека закроете все двери, тем лучше будет вам, тем больше будет вам доставаться и вашей энергии, и вашего везения, и вашей удачи. Мне вообще кажется, что человек, да, у вас это подворовывает, именно везение и удачу. Потому что под негативом, когда человек, ему катастрофически не везет, может, он свое невезение, либо она свое невезение на вас перекидывает, а от вас берет везение и удачу. Человек, который появляется и пропадает. Причем появляется резко и неожиданно, и также резко и неожиданно пропадает. Вот именно этот человек. Под негативом этот человек. Ничего от него, от нее не берите, и вы все поймете. Вам будет легче закрыть двери перед этим человеком, и вы общаться точно не будете. Так, у кого-то животное погибло. Ой, примите мои соболезнования. Вижу, что плачете вот чуть ли не каждый день, а может и прямо сейчас плачете. А животное
у вас такая связь была сильная. Просто вот как частичка вас, понимаете, частичка вас. Ну, как будто бы это, ну вот роднулечка ваша была. Животное пропало, мне идет. Еще мне идет, что это животное какой-то смертоносный удар на себя взяло. Либо большую беду от вас отвело. У кого-то животное могло погибнуть прямо у вас на глазах. Там машина могла, не дай бог, либо еще что-то могло случиться. Может, от какой-то болезни резко животное там за несколько дней просто вот как сгорело, да, на радугу отправилось. Но вот мне идет, что ваше животное настолько сильно вас любило, что страшный удар, страшную беду на себя взяло, потому что любила. Сейчас на радуге ваше животное, на радуге, и все хорошо, ничего не болит. И ваше животное очень хорошо себя чувствует. Кошка, собака, не знаю, может хомячок какой-то, крыса почему-то мне еще идет. То, что должно было случиться с вами, ваше любимое животное взяло на себя. Вот и все, мои хорошие. Сейчас расплачусь. Ваше животное – это герой, маленький герой. Ваш любимчик не мог вам говорить словами о своей любви, но показал и доказал свою любовь, взяв на себя беду, боль и то, что было адресовано вам. Конечно, ничто не может заглушить боль утраты, но я вижу душу вашего животного, и душа животного радуется. Все хорошо, все хорошо. Еще, мои хорошие, я вижу, что со временем вы кого-то другого в дом возьмете. Причем животное может прийти разным путем. Вы можете спасти на улице животное, вам может кто-то подарить. И даже просто вы можете купить, да. Но вот будет у вас еще друг. Понятно, что уже не заменит, но тем не менее это уже будет совершенно другая история и совершенно новая страничка в вашей жизни. Не сейчас, но вот со временем мне идет. Может, там через несколько недель, может, там, через несколько месяцев. Даже если сейчас никого не хотите брать, но вот вижу, что будет. Будет. Ой, так грустно с этими животными. Ой, прямо аж сердце болеть начало. Но вы успокойтесь. Все теперь хорошо. Это животное, вот ваш любимчик, он и в жизнь вашу пришел с такой целью, чтобы вас защитить. То есть там все было предопределено изначально. Ничего не могли вы сделать, и ничего бы никто не сделал. Так должно было быть, и так оно случилось. Это был ваш маленький земной ангел-хранитель. И она свою миссию выполнила. Все, мои хорошие, примите соболезнования. Так, двигаемся дальше. Вам суждено стать звеном какой-то великой цепи. Не знаю, в каком-то деле поучаствовать, либо в какой-то ситуации поучаствовать, либо войти, да, в какую-то огромную семью. Почему-то мне еще идет слово клан. Как к чему-то приобщиться. Может быть, кстати, это не семья в прямом понимании, может быть, это какая-то корпорация, огромное предприятие, да, где очень много людей работает. Но у кого-то отыграется, что вы им будете причастны, да, к каким-то проектам, к каким-то действиям важным, стать звеном великой цепи. И еще мне идет, что ваше имя куда-то будет вписано, причем такими большими красивыми буквами. К чему-то важному будете причастны. И ваша жизнь и судьба идет именно в этом направлении. Я вижу, что вами будут гордиться. Гордиться те, кто вас знает, либо ваша семья, ваши родственники будут гордиться. Что-то необычное вам на роду написано. Так, и еще какой-то у вас сейчас очень такой крутой спад в финансах наблюдается. Просто вот ужас какой-то. Денег все меньше и меньше, и как будто бы летите вы со страшной скоростью в пропасть, финансовую пропасть. Но смотрите, тут так показано, что после падения, вот когда вы летите, вы не упадете, это первый момент, да, где-то вот вы затормозите, и потом в точке тормоза у вас резкий взлет, резкий подъем идет, да, вот тарелка просто максимально летит вверх, причем, со страшной силой, да, скоростью. Ваше падение
оно, я не могу сказать, чем спровоцировано, не показывает, не раскрывает песок. Ну, давайте на картах посмотрю. Потому что я не вижу, почему это падение произошло, но я вижу, что вы скоро затормозитесь. И в точке тормоза пойдет резкий взрыв. На самое дно вы не упадете. Ну, на дно упасть — это вообще по миру пойти, на паперти с протянутой рукой стоять. Да? Этого не будет. Не будет, слава Богу. Почему? 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 Ну вот временно, да, это все время. Мои хорошие, ну, это какой-то откуп, скорее всего. Деньгами берут. Деньгами. А могли бы... Деньгами берут, а могли бы чем-то другим взять, тем, чем вы не захотели бы ни в какую отдавать. Вот какой-то, знаете, как испытание, что ли. Либо какой-то такой момент неприятный для вас и для вашей семьи. И чтобы этого не было, берут деньгами. Да? Либо вы деньгами сейчас откупаетесь от какой-то нехорошей ситуации, связанной с вашей семьей, либо с вашими детьми, ну, либо, в принципе, с вашим будущим. Забрали деньгами, либо приняли решение забрать именно деньгами. Но деньгами это лучше всего, это менее болезненно. А представьте, если кто-то заболеет, а представьте, если семья распадется, а представьте, если там любовница появится, либо там что-то с ребенком случится. Да? Лучше уж деньгами расплатиться, чем чем-то более важным. Деньги, да, они приходящие и уходящие. Деньгами, конечно, и жизнь гораздо лучше, и ярче, веселее. Но, с другой стороны, не дадут упасть, это 100%, и у вас потом резкий взлет идет. Опять же, возможно, вот этот резкий взлет связан с тем, что вы работу будете менять, либо, наконец-таки, займетесь тем делом, которое вам по судьбе. Ну вот как будет у вас такая возможность? Нет, падения не будет. Вернее, на дне ямы вы не окажетесь, на дно не упадете. Вот где-то вот посерединке затормозите, и потом резкий взлет у вас идет. Ну, скажите спасибо, что деньгами, а не чем-то более существенным либо важным. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.